Кейінгі сөз Асылбай Гүлшат Қадыровна, да? Рахмат Дастан Артизбекович. Алмаз Ахунжанович, ко мне обратились жители Сокуловского района по возврату народного имущества, приобретение которого уже оспаривается в течение нескольких лет. Вопрос ставится таким образом. Как председатель сельскохозяйственного кооператива и депутат Гавриловского районного Кенешева Металиев Заводбек мог приобрести дом культуры, пруд, водохранилище, участки на территории водозабора целого села, который является охраняемым объектом? Также, каким образом он берет в аренду земли фонда перераспределения по самым минимальным ценам. На сегодняшний день ни один житель не имеет такой возможности легко получить данные земли. И непонятно, по каким критериям распределяются земельные участки местными органами. Жителями также поднимался вопрос о целесообразности и законности продажи общеобразовательной средней школы Гавриловка в Сокулукском районе. Согласно указу президента, объекты социальной инфраструктуры должны передаваться в местное самоуправление. Данная школа была на балансе сельскохозяйственного кооператива Шопоков более 20 лет и могла функционировать и дальше, но по каким-то причинам была продана Министерству образования Кыргызской республики за 12 с лишним миллионов сомов. Это единственная школа в нашей республике, которая была продана министерству. В связи с этим просьба Генеральной прокуратуре ускорить сроки рассмотрения и разобраться по данному обращению в отношении приобретения социальных объектов частными лицами, а также рассмотреть законность использования средств из государственного бюджета на приобретение школы. Также ко мне обратилась Национальная библиотека Кыргызской республики с просьбой рассмотреть возможность выделения средств на подписку периодических изданий Национальной библиотеки на 2020 год. До сих пор не закрыт долг по подписке на первое полугодие 2020 года Бишкекскому главпочтамту. И есть угроза, что периодические издания просто поставляться не будут. Пожалуйста, рассмотрите этот вопрос. Также обратились жители села Новопавловка. У них уже неделю нет воды. Сейчас в условиях пандемии это очень актуальный вопрос, хотя местные власти попросили месяц на восстановление воды. Вы понимаете, какая ужасная ситуация сейчас может произойти? Это вообще просто категорически нарушаются все требования к санитарным нормам, которые предъявляются сейчас и государством к самим жителям. Как они должны выполнять требования, когда у них просто нет воды? Я думаю, местным властям нужно срочно, не только там в течение месяца, а прямо срочно поднять этот вопрос и немедленно решить в течение 2-3 дней. Не надо подвергать людей риску, чтобы они вот просто, извините, получилась какая-то вспышка еще дополнительная. Пожалуйста, примите срочные меры по всем этим вопросам. Спасибо.